Доброе утро всем, кто просыпается вместе с утра Якутии. Пятница, дайте посмотреть, 27 июня. 27 Уже июня. 27 июня, представляешь, уже июнь Вот пролетел, первый Женя. месяц лета, по сути, и закончился практически. Что же он нам подарил? Много эмоций, начало лета, все было здорово, все было прекрасно. Надеюсь, что лето так и продолжится неожиданными своими Ну, изысками. еще несколько дней, по крайней мере, мы завершим этот месяц красиво нашим национальным праздником ИСЭХ, который будем праздновать уже в эти выходные. Все верно. Сегодня у нас предпраздничный выпуск, можно сказать. У людей настроение приподнятое, предпраздничное, и это не может не радовать. Ну а сегодня в эфире, как всегда, мы с нашей большой утренней командой подготовили все самое полезное и интересное. Сделаем с вами зарядку, узнаем, чем полезен такой вид спорта, как стрейчинг. Что еще, Женя? Посмотрим сегодня много кулинарных изысков, в том числе оригинальный рецепт яичницы. У нас замечательные гости сегодня, впрочем, как и обычно. И будет также кое-что про животных, про каких узнаете чуть позже. А что касается погоды на сегодня, кстати, утро сегодня достаточно интересное, не жаркое, не холодное, вот такое вот прям приятное утро. Что же нас ждет? Загадочное можно утро. сказать, да? Это Что точно. оно нам готовит, вот давайте узнаем. Узнаем сейчас. Итак, в центральных районах сегодня на 6 часов утра температура воздуха составила 17-22 градуса. В Заречной группе 15-22. В южных 19-27. В Вилюйской группе 18-23. В Нижнеленских 15-21. В западных 17-25. В Калмындигирской группе улусов от 4 до 16 градусов. В Янских от 9 до 15. А на северо-западе 1 градус в Тикси и уже 17 градусов в Валеньке. Температура воздуха на 6 часов утра в городе Якутске составила 18 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1,4 метра в секунду. Сегодня днем обещают нам солнечно, Женя. Ура! Ветер также северо-западный 1,5 метров в секунду, а температура воздуха составит 20-21 градус тепла. 20 градусов. Это уже по-летнему совершенно здорово и логично, что в июне должна быть такая температура. Смотрите, какая большая у нас республика, такой огромный разброс температурный получается, но наша страна еще больше, там происходит больше всяких разных новостей и у нас в городе, и в республике, и по всей стране тоже. Какие же это новости? Давайте посмотрим сейчас от наших коллег. Доброе утро, с вами Марфирина Алексеева. Озвучу актуальные новости к этому часу. Некоторым россиянкам пересчитают пенсию с 2026 года. Изменения затронут 400 тысяч женщин, имеющих 5 и более детей. Нововведения коснутся и тех, кто уже вышел на пенсию. Сейчас страховой стаж включает период ухода за ребенком до 1,5 лет. При этом есть ограничения, суммарно это время не может превышать 6 лет. То есть в стаж засчитывают уход лишь за 4 детьми. В январе президент Владимир Путин по итогам заседания Госсовета дал поручение снять ограничения и учитывать в страховом стаже все периоды отпуска по уходу за ребенком. Соответствующий законопроект разработал Минтруд. После вступления его в силу многодетные родители смогут обратиться в социальный фонд за перерасчетом страховой пенсии. Глава Якутии провел очередное заседание с руководителями районов по вопросам муниципального самоуправления. Акцент был сделан на федеральном законе о местной власти, который претерпел изменения. Отныне в стране будет действовать новая система организации муниципальных образований. Айсан Николаев ознакомил руководителей районов и членов правительства Якутии с обновленными статьями федерального закона и отметил, что республика сохранит двухуровневое самоуправление. Также были заслушаны доклады о разработке долгосрочной стратегии развития опорных пунктов Якутии, о состоянии образования региона и о цифровизации улусов. В этом году нам удалось провести работу с муниципальными органами, когда и управление образованием, и школы нацелились на профилизацию обучения. Так, тем самым увеличено
значит, количество профильных классов в школах, что сказалось на выборе единого государственного экзамена. Таким образом, мы констатируем, что количество выпускников 11 классов, сдававших предметные информатика, биология, химия, увеличилось свыше объемов 2021 года. Финалисты кадрового проекта «Якутия. Земля героев» приступили к новому этапу обучения. Каждому участнику проекта достался наставник, который будет сопровождать курсантов на протяжении всего курса обучения. Среди наставников проекта члены правительства республики, руководители крупных предприятий, главы муниципалитетов и депутаты Государственного собрания Илтумен. В ближайшие дни наставникам и курсантам предстоит составить план работы и практики в министерствах и ведомствах. Самое главное, чтобы мы достаточно в сжатое время передали весь свой опыт, который мы накопили за достаточно долгое время работы в органах госслужбы, для того, чтобы они понимали тонкости, чтобы они не совершали тех ошибок когда-то, которые мы совершили, и научились разговаривать, проводить совещания, общаться с людьми и работать на имя во благо нашей республики. В Якутске проходит третий открытый всероссийский турнир по шашкам «Кубок Илдархана». В соревнованиях принимает участие 218 спортсменов из 7 регионов России и 8 зарубежных стран. Определение победителей и призеров проходит среди юношей, девушек, мужчин и женщин. Всего будет разыграно 10 комплектов медалей. Главным призом турнира станут корона в виде лаврового венка из серебра, мантия и медаль с якутским бриллиантом. Призовой фонд более 1 миллиона рублей. Итоги турнира подведут уже сегодня. Этот турнир уже проводится третий раз и принимают сегодня участие очень сильные спортсмены, гости наши. 16 гроссмейстеров участвуют. Это говорит о том, что наш турнир является одним из важнейших турниров Российской Федерации. Ну и престиж этого турнира очень высокий. Мы рады, что очень много молодых спортсменов, юношей, девушек, которые очень хорошо себя показывают. Проходит межрегиональный семинар «Дальний Восток без угроз». Основная цель семинара заключается в совершенствовании методов предупреждения межэтнических и религиозных конфликтов, противодействия распространению террористической идеологии, профилактике экстремистских проявлений среди молодежи и формировании гражданской ответственности среди молодого поколения. О том, как проходят встречи и к чему удалось прийти после первых обсуждений, расскажет наш гость, руководитель Координационного центра Дагестанского государственного университета, член экспертного совета при антитеррористической комиссии в Республике Дагестан, лектор Российского общества знаний Магомедов. Магомед Юсупович, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Очень уставший гость у нас сегодня в студии. Ну, у нас еще ночь. Тем не менее, да, тема очень серьезная. Магомед Юсупович, почему вот в последнее время стали чаще обращаться к таким вопросам, к межнациональным и межконфессиональным? Ну, мы живем в многонациональной и многоконфессиональной стране, огромное количество народов, конфессий, и вот наши недруги пытаются как раз-таки бить в клин между нами, да, пытаются разжигать межнациональную, межрелигиозную рознь. С учетом вот этого фактора проводится огромное количество мероприятий, как раз-таки нацеленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, потому что мы разные. И это хорошо, в этом наше богатство, и нам очень важно вот вокруг этого богатства, вот этих культур обучать наше подрастающее поколение. Чтобы не, как говорится, мы являемся врагами тому, чего не знаем. И поэтому наша задача обучить наше подрастающее поколение вот этому культурному и конфессиональному многообразию, из которого состоит наша страна. Если мы этого не знаем, то, безусловно, проблемы могут возникнуть. И наши недруги, в принципе, этим пользуются успешно. Поэтому проводятся подобные мероприятия.
То есть в первую очередь это дети какого школьного возраста? Но мероприятие проводится для непосредственно тех, кто будет заниматься с молодежью. Мы делимся лучшими практиками, привезли свои практики. Мероприятия нацеленных на укрепление межнациональных и межрелигиозных отношений. Делимся с коллегами этими практиками, лучшими практиками, опробированными в своих регионах, предлагаем им опробировать у себя. Они далее уже работают непосредственно с целевой аудиторией на местах. А вот какие из этих методов, на ваш взгляд, наиболее эффективны могут быть? Наиболее эффективные методы — это как раз-таки те методы, те мероприятия, посредством которых молодые люди имеют возможность узнать о культуре, традициях, обычаях и в том числе о религии того народа, который проживает с ним по соседству в одном регионе. То есть вот эти мероприятия, они очень важны. Это вплоть до того, и это не просто какие-то лекции, это непосредственно, значит, погружение в атмосферу, соответствующие там костюмами, символами, значит, ознакомление с кухней, с утварью и так далее. То есть это непосредственное погружение в вот эту атмосферу. То есть вот подобным образом мы можем стирать границы, стереотипы и заставить узнать о таком богатстве той или иной Ну, по сути, нации, объединять конфессии. культуру, Конечно, объединять конечно. людей. Да. В этом и заключается объединение народов Ну, по сути, да. России. По сути, да, потому что когда мы друг друга узнаем подобным образом, стирается вот всякие недопонимания, мы начинаем удивляться, что наш сосед оказывается такой богатый, такая богатая у него культура, оказывается, столько всего интересного в его там взглядах, верованиях и вот в быте реалиях. Ну да, иногда бывает, живешь с человеком рядом, и оказывается, что действительно столько интересного можно почерпнуть и поделиться. Так раньше люди хотя бы общались, сегодня общение на лестничной клетке, люди не знают, кто живет, значит, да, и поэтому нам очень важно проведение подобных мероприятий, где ребята могли бы узнавать друг друга. А есть ли, по вашему мнению, какая-то единая черта, которая объединяет все народы России в целом, по регионам, по республикам? Ну, мы очень долго в стране искали то, что могло вот, объединяющим фактором, и очень часто называли объединяющей идеей патриотизм в нашей стране. Сейчас мы пришли к пониманию того, что нас объединяет 17 традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ну, все, наверное, помним указ, который подписал президент страны, 809 указ в конце 2022 года. Это 17 базовых универсальных ценностей, которые общими являются для представителей разных этносов, конфессий. Они универсальные, они объединяющие. Вокруг них мы сможем не просто формировать здоровую нацию, но и воспитывать ответственного гражданина, ответственного за судьбу не только себя, но и будущего поколения, будущее своей страны. Вот наша задача остается прививать, насколько это возможно, с учетом интересов молодежи, вот эти 17 ценностей, чтобы молодежь жила в духе этих ценностей. Ну вот по вашему мнению, да, какие главные угрозы на сегодня для российских, Чего нужно для опасаться в российского первую духовного, очередь? да, духовных ценностей? Ну, опасаться нужно как раз таки угрозу вот этим непосредственно ценностям, когда нам пытаются посредством медиа, в основном медиаиндустрии, навязать чуждые нам ценности. Отношения, даже если мы возьмем из 17 ценностей, одна из базовых ценностей — это крепкая семья, которую мы закрепляли еще в Конституции, пониманием того, что семья в России подразумевается союз между мужчиной и женщиной. Но мы знаем, что во многих недружественных ныне странах иное понимание семьи. Поэтому нам очень важно, реально очень важно прививать вот эти традиционные ценности и стараться не давать повода даже, ну, как-то подвергать их какой-то угрозе, а угрозы есть. У нас, мы знаем, до недавних пор, вплоть до того, что откровенно создавался контент, нацеленный на пропаганду антисемейных ценностей. И сегодня как раз-таки мы возвращаемся к тому, что нет, этого делать нельзя, потому что институт семьи — это самое важное. Институт семьи формирует, да, вот ячейка — это государство. Поэтому наша задача противостоять всем угрозам. А угрозы, они не только институту семьи, угрозы в целом воспитанию нашего подрастающего поколения в виде экстремизма, терроризма. Сегодня мы говорим об идеологии неонацизма. В целом противостоять человеконенавистнической идеологии, вот давайте вот так говорить, да, то есть, которая активно сегодня распространяется, ну, только хочется одним словом сказать, сатанистами, вот по-другому не назовешь.
Магомед Юсупович, ну впереди у вас еще какие-то вопросы, да, необходимо обсудить. Да, у нас сегодня второй день семинара. В рамках семинара проходит также и курс повышения квалификации, где мы делимся с коллегами вопросами противодействия деструктивным сообществам, а их огромное количество в основном в интернет-пространстве. Мы будем сегодня также продолжать работу семинара и запланируем заседание экспертного совета при антитеррористической комиссии вашего региона, в котором я приму участие. Прекрасно. Спасибо большое за подробную информацию. Давайте закончим все-таки позитивной нотой. Пожелайте коротко что-нибудь нашим телезрителям. Что же вот все-таки в двух словах можно сказать хорошего? Ну, у нас все хорошо. У нас замечательная страна, у нас замечательные люди. Нужно просто больше друг друга узнавать. И если мы друг друга узнаем, мы подружимся, поссорить нас будет очень сложно. Давайте, друзья, дружить. Прекрасно. Замечательное пожелание, Давайте друзья. жить дружно. Действительно, давайте жить дружно. Да. Спасибо огромное. Спасибо большое. И прямо сейчас вы можете просто подойти к соседу по лестничной площадке, к соседу по двору, пожелать ему доброго утра, сказать, что привет, дружище, как дела, замечательный день, и Да, ведь все всё будет начинается с хорошо. малого. Все начинается с малого, просто с элементарного общения. Магомед Юсупович, благодарим вас. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Спасибо за ваш вклад. в это Спасибо. важное Сегодня, дело. помимо всего прочего, отмечается замечательный день, Всемирный день рыболовства. В связи с этой датой мы не могли не рассказать еще об одной хорошей новости для представителей коренных малочисленных народов Севера. Госдума приняла новую редакцию закона, регулирующего доступ коренных малочисленных народов России к водным биоресурсам. Одним из ключевых изменений стало упразднение заявительного порядка получения прав на традиционное рыболовство. Поправки в закон были внесены в марте 2023-го. В феврале прошлого года законопроект был принят и вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Вот такая вот хорошая новость. Ну, о других датах и событиях этого дня узнаем в нашей рубрике. Даты и события. На календаре 27 июня. Сегодня отмечают Всемирный день рыболовства, День микро, малых и средних предприятий. По народному календарю Елисей Гречкосей. С именем пророка связывали много чудес: исцеление больных и воскрешение умерших, умножение илея и хлебного зерна. На Руси на Елисея продолжали сеять гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. Этот день в истории. В 1754 году в этот день императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца. В 1905 году на броненосце «Потемкин» началось первое массовое революционное восстание в вооруженных силах России. 1910 год. Третья Государственная Дума приняла Столыпинское аграрное законодательство. 1995 год. Вышло постановление правительства Москвы об установке памятника вознаменования 300-летия российского флота. В этот день родились Людовик XII, король Франции, Владимир Петляков, советский авиаконструктор, Борис Хмельницкий, советский и российский актер театра и кино, композитор, народный артист России, Тоби Магуайр, американский актер, продюсер. Именины сегодня отмечают Владимир, Георгий, Иосиф, Павел, Николай и Александр. Широко известна польза лечебного массажа. Он способен облегчить мышечные и суставные боли, улучшить состояние кожи, оказать благотворное влияние на нервную и эндокринную системы, а также на психику. Однако не всегда есть возможность обратиться к специалистам. К счастью, существует самомассаж, техника, при которой человек сам воздействует на определенные участки своего тела для повышения тонуса и профилактики заболеваний. На самом деле это достаточно эффективный метод снятия напряжения и улучшения общего самочувствия. Регулярная практика самомассажа помогает уменьшить боль, улучшить кровообращение и повысить гибкость тела. Так давайте же научимся правильно его делать прямо сейчас. Доброе утро, Якутия! Сегодня мы с вами будем делать комплекс самомассаж. Круговыми движениями мы с вами массажируем, слегка надавливаем на голову, слегка. Круговыми движениями 1, 2, 3, 4, 5. И в другую сторону 1, 2, 3, 4, 5. Следующее упражнение. Мы массируем наши ушки. Почему? Потому что у нас там есть очень много нервных окончаний. 1, 2, 3, 4, 5. Все упражнения можно делать с закрытыми глазами. Помассажировали.
Сейчас следующее упражнение. Мы переходим на шейно-воротниковую зону. Также мы с вами массажируем. Можем повернуть голову, чтобы хорошо промять одну сторону и другую также. Следующее упражнение. Мы массажируем зону плеч и ключицы наши. Легким нажатием каждую сторону. Раз, два, три, четыре. Следующее. Раз, два, три, четыре. Также переходим к нашим пальцам и рукам. Массажируем каждый пальчик, каждый суставчик. Раз, два, три, четыре, пять. Ручки промассажировали. Идем на зону ног. Раз, два, три, четыре, пять. И поменяли ножку. Раз, два, три, четыре, пять. Также переходим на наши стопы и пальчики стоп. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Меняем ногу. Отдельное внимание мы уделяем зоне поясницы. Мы также массажируем ее. Раз, два, три, четыре и пять. Делая такой самомассаж, мы пробуждаем наше тело на целый рабочий день. Плавные движения в воздухе, грация и сила, аэрострейчинг объединяет растяжку, пилатес и элементы воздушной гимнастики. Это не просто тренировка, а полет над привычными нагрузками, где каждое упражнение развивает гибкость, выносливость и чувство баланса. Как проходят занятия и кому подходит этот вид фитнеса, разбираемся в деталях. Подъем. Подтянулись. Вот это мне одновременно красиво сделать. В одну сторону красиво, в другую. Аэростретчинг – это тренировки на специальных полотнах, которые крепятся к потолку. Они похожи на гамак и позволяют выполнять упражнения в воздухе. Это смесь йоги, танцев и пилатеса, что смотрится красиво и эффектно. Вытягивается позвоночник под собственным весом, что очень полезно для тех, у кого, допустим, сидячая работа, остеохондроз, сколиоз и разные болезни спины. Расслабляем шею. Это не просто тренировки, это способ перезагрузиться, почувствовать тело и отпустить лишнее. И все это с улыбкой и без боли. Многие могут подумать, что нужно быть в хорошей спортивной форме, чтобы заниматься аэростретчингом, но это не так. Занятия подходят практически всем, независимо от возраста. Лена Осипова пришла в студию несколько лет назад, и регулярные занятия уже дали видимый результат. И очень стала хорошо чувствовать, осанка появилась, сколиоз у меня был, 2-я степень. Сейчас у меня стало уже получше. Я даже привела с собой внучку. Мы занимаемся вместе с внучкой. Помимо физической пользы, занятия на гамаках способствуют улучшению внутреннего состояния и настроения. Это не скучно, это не надо тягать гантели с приседом. И добавляет сил, энергии, хорошего настроения. Опытный тренер Ангелина показала нам во время съемок одно из самых эффективных упражнений для улучшения осанки. Ведь многие, особенно те, кто работает в основном сидя, страдают именно от болей в спине. Вытянем ноги, вытаскиваем стопы, здесь у меня спина немножко закрыта. Опускаю корпус, ноги со стороны в сторону заворачиваю, опускаю руки. Здесь руками я иду максимально вперед, локти выпрямляю, спинку расслабила, ножки тоже расслабляю, чтобы позвоночник у меня вытягивался. Разворачиваю ладони и делаю небольшие скрутки, чтобы размять позвонки, расслабить поясницу. Вниз,
расслабились, на выдох вдох, на выдох другую ножку вниз, обратно. Перехватываю с внутренней стороны колен, опускаю одну, вторую, сажусь и голову вниз, восстанавливаю кровообращение. Эта поза меня помогает улучшить кровообращение, снимает боль с поясницы, спины, расслабляет шею. Аэростретчинг пока не так сильно распространен в Якутии, как классические виды фитнеса, но с каждым годом он набирает все больше поклонников. Никанор Атласов, Владимир Павлов, Якутск. Доброе утро всем тем, кто присоединился к нашему утреннему эфиру сейчас. Хотим пожелать вам прекрасного дня, бодрого настроения и возможно, приятного аппетита, потому что кто-то сейчас завтракает. Вот как раз об одной из интересных новостей на гастрономическую тему хотим вам рассказать. В Улан-Удэ директор Россельхозцентра Намжил Мордваев пожарил яичницу прямо на земле. Информация о приготовлении завтрака в степи чиновник поделился на своей странице в социальных сетях. Мордваев выехал в поля, чтобы оценить влияние аномальной жары на посевы вместе с коллегой. Чтобы проверить, насколько прогрелась почва, мужчины решили провести эксперимент и попробовать приготовить яичницу на земле. Взяли сковороду, поставили на почву, еще взяли яйца, масло. У меня в машине были термометры, измерили температуру воздуха. Оказалось 37 градусов, а на поверхности почвы 70-71 градус. Через некоторое время, минут через 50, было практически готово. Белки свернулись, поджарились, а желток, правда, не совсем, но есть было можно, рассказал Мордваев. Напомним, что аномальная жара накрыла Бурятию несколько дней назад. Жаркая погода сохраняется на территории всей республики. Столбики термометров поднимались аж до 40 градусов тепла. Интересно, для приготовления яичницы всего лишь нужно хорошую погоду, солнечную, жаркую почву, ну и, собственно, ингредиенты для этого. Таким образом, мы скоро, наверное, в июле тоже сможем жарить яичницу прямо у себя во дворе. Конечно, можно проводить такие разные эксперименты, но все же удобнее готовить у себя на кухне. Казалось бы, что может быть проще яичницы с помидорами? В Израиле, к примеру, ее существует немыслимое количество видов, и в каждом доме есть свой рецепт. Шакшушки, рецепт шакшушки или шакшуки или чакчуки. А мы предлагаем вам свой рецепт и такой вкусный, чтобы вы непременно полетели на кухню священнодействовать. Доброе утро, меня зовут Денис, я шеф-повар ресторана Country Steak. Сегодня мы приготовим с вами шакшуку. Это блюдо традиционно для арабских стран. Если вам надоели глазуньи, омлеты, скрэмблы, вы можете попробовать это замечательное блюдо. Пока нагревается наша сковородка, мы возьмем репчатый лук. Овощи мы будем нарезать и готовить по их жесткости. Репчатый лук у нас будет самым жестким, поэтому мы начнем его готовить первым. Нарезаем кубики во время того, пока жарится наш репчатый лук. Нарежем болгарский перец. Он будет вторым по жесткости. Так. По количеству на 4 яйца мы использовали половину мелкой луковицы и четверть болгарского перца. Регулируем температуру, сильного жара нет. Нарежем чесночок. Как я уже говорил, набор овощей, используемых в шакшуке, может быть изменен на ваш вкус. Следим за нашими овощами, для того, чтобы они не пригорели, да, чтобы у нашего блюда не было горечи. Почаще перемешиваем, добавим к ней сахар. Небольшое количество, буквально 1,5 щепотки. И паприку. Паприка придаст аромат нашему соусу и цвет. Буквально пару грамм зиры. Немножко помнем специи, для того, чтобы они раскрылись. Итак, наши овощи практически готовы. Томатная паста спассеровалась, мы добавили специи. И теперь нам осталось добавить только помидоры.
и хорошенечко их протушить до готовности. Потрогаем наши томаты, насколько они стали мягкими. Они должны отдать свои соки, вкус. Я корректирую количество соуса, его густоту водой. Можно использовать томаты в собственном соку для того, чтобы сделать проще. Можно использовать готовые соуса, которые продаются в банках. Пожалуйста, это будет отличной основой для вашей шакшуки. Теперь добавляем яйца. Теперь немножко нужно перемешать белок с помощью рук. Немножко перемешаем белок для того, чтобы соус объединился с белком. Желтки, конечно, стрёмные. Бледные. Итак, наша шакшука готова. Это блюдо традиционно подается в сковороде. В этом есть определенный шарм этого блюда. К нему отлично подойдут хрустящие тосты. Приятного аппетита, до новых встреч, пока. Еще раз приятного аппетита всем и доброго утра всем, кто к нам только что присоединился. Мы продолжаем. Второй этап 25-й российской выставки племенных овец и коз прошел в Забайкальском крае. Эксперты оценивали производственные показатели хозяйств, рост поголовья, настриг шерсти, а также самих животных. Подробности узнаем далее. Тут и бараны-чемпионы с лоснящейся шерстью, и будущие победители ягнята с еще совсем мягким подшерстком. Самых лучших представителей стада привезли на 25-ю российскую выставку племенных овец и коз. Например, кооператив «Кусочи» уже много лет получает награды в этом шерстяном состязании. С 2009 года мы являемся племенным репродуктором. И вот с этого года до сих пор ездим на выставки. Каждый год получаем медали. 4 вида – это баран-производители, ремонтные баранчики, овцематки и ярочки. Так, в 2021 году в городе Улан-Удэ заняли первое место. Получили машину УАЗ. У Цирена Юндундаржиева овцеводство в крови. Он вырос на чабанской стоянке, дышал степным воздухом и знал, что его судьба быть рядом с животными, поэтому и стал ветеринаром. На выставку его команда привезла отборных овец, выращенных с особым вниманием. В этом и секрет успеха. Мы баран с осени отбиваем и на откормке держим специально. Отбиваете от чего? Они в стадии пасутся. Мы специально выставочных баран привозим и держим у себя на стойловом содержании. И они целый полгода у нас на зеленке и все, на упитанном питании. Мы их каждый месяц приезжаем, за ними ухаживаем, чистим. И вот так мы на выставку приезжаем. Настоящий чабан должен знать своих баранов в лицо, гласит народная мудрость. Шойжит Тумурова посвятила овцеводству более четверти века. Начала в середине 90-х. Сегодня с уверенностью заявляет, знать, уметь разбираться – в этом и есть вся суть степного мастерства. Я, например, от тех овцематов, тех баран-производителей знаю, какие у них ягнята в лицо. Вот для того, чтобы быть чабаном основном, я скажу, да, все равно надо любить этих животных. От этих животных только положительная энергетика. Оценка овец – дело серьезное. Специалисты взвешивают, осматривают и измеряют длину шерсти, учитывают каждую мелочь. Обмануть комиссию невозможно, но отчаянные умельцы иногда пробуют. В таких случаях эксперты заглядывают барану в рот. По зубам мы определяем возраст животного, чтобы, как говорится, не было замен животных, подставки, скажем так. Это бывает такое, что вместо годовичка представляют двухлетние животные. То есть можно по зубам определить, по определенному каждому возрасту прорезываются резцы. И вот по наличию этих резцов или отсутствию мы определяем возраст животного. Старт выставки был дан в мае в Махачкале, где забайкальские племенные хозяйства достойно представили своих животных. Однако второй этап в Чите, увы, прошел без гостей. Межрегиональный карантин перекрыл овцам дорогу. Но даже без участников с разных концов страны мероприятие не потеряло смысла. Помимо выставки, сегодня стартовала и научно-практическая конференция, на которой обсуждали перспективы развития овцеводства и внедрение в отрасль современных технологий. Бато Циренов, Евгений Жеребцов. Близится Эсэх, главный летний праздник якутов, который сложно представить без аланхасутов, исполнителей героического эпоса «Аланхо».
Аланхо – это неотъемлемая часть праздника, и его исполнение, как и другие традиционные обряды, создают особую атмосферу. Аланхасуты или сказители эпоса являются хранителями устной традиции якутского народа. Об одном из выдающихся народных сказителей аланхасутов Иване Винокурове Табахырове речь пойдет в нашей пятничной рубрике. Национальный художественный музей поздравляет всех якутян с наступающим национальным праздником Исэх. И в связи с этим ежегодным событием, очень значимым для всех, мы уже в который раз обращаемся к творчеству нашего любимого первого профессионального художника Ивана Васильевича Попова, родиной которого является Татинская земля. Это родина Платона Аюнского, Дмитрия Конновича Сивцева-Саурун-Амалона. Это земля Ивана Васильевича Попова, и это земля известного Аланхасута Винокурова Табахырова, портрет которого вы сейчас видите. Иван Васильевич Попов лично знал этого человека, восхищался его удивительным талантом, его голосом. Вступление к своим аланхо он мог петь сутками. Удивительный тембр, которым все заслушивались, восхищал земляков. И посмотрите на этот портрет. Вот это личное отношение художника к портретируемому перед нами здесь ярко чувствуется. Он изображает его в простой одежде, без атрибутов певца-сказителя. Волосы его слегка растрепанные, причем они длинные и кудрявые, хотя в жизни они были короткими. Здесь такой вспоминается интересный факт. Родная внучка Мария Павловна Аланхасута Винокурова Табахырова вспоминает, что фамилия деда настоящая – это Винокуров. А вот вторую часть фамилии Табахыров он взял от прабабушки, которую звали Табахсыт Екатерина, то есть она всегда курила. И вот эта вот приставка перешла к самому Аланхасуту и прочно за ним закрепилась. Этот известный портрет небольшого формата, но выполнен с удивительной теплотой художника. Он выполнен в технике гризайли всего лишь двумя цветами – коричневым, теплым коричневым и белым. И это тоже сделано не просто так. Теплый коричневый оттенок передает личное отношение художника и сказителя. Через эти же теплые оттенки Иван Попов передает человеческие качества сказителя. Здесь, если всмотреться в его лицо, мы можем почувствовать, что это был человек очень мягкий, доброжелательный, добрый, искренний и даже немного застенчивый. Иван Попов передает самое драгоценное в этом человеке – силу его духа, чистоту помыслов, его внутреннюю красоту и богатый мир, с которым он щедро делится своими слушателями. Иван Васильевич Попов был одним из первых талантливых фотографов Якутии. И если присмотреться к портрету, можно почувствовать, что, возможно, портрет он рисовал из очень хорошей своей фотографии. Об этом говорит четкость рисунка, четкость линии, которая у Ивана Попова очень сильна. Всеми средствами Иван Попов добивается создания целостного, энергически сильного портрета своего современника. И, несомненно, это один из лучших портретов в истории якутской живописи. Что ж, а теперь пришло время снова узнать о последних и важных событиях в республике и в стране. Служба новостей в эфире. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях к этому часу.
В Якутске в результате рейдов в рамках акции «Анти-вейп» был закрыт вейп-шоп, расположенный в Центральном кинотеатре. Общероссийский народный фронт совместно с проектом «Здоровое Отечество» провели мониторинг торговых точек, реализующих электронные сигареты. Нарушения были выявлены во всех проверенных местах, а в 2 из них зафиксирована продажа никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. В закрытом вейп-шопе, который функционировал до 19 июня, были обнаружены открытые витрины с вейпами, отсутствие честного знака и факт реализации продукции в муниципальном помещении. Всего из 13 проверенных рейдов в 3 случаях зафиксирована продажа несовершеннолетним. Мы держим ситуацию на контроле. В ходе рейдов мы также выявляем не только не продажу несовершеннолетним, да, а в том числе что это нарушение в принципе идет федерального закона номер 15 об охране здоровья, а также, соответственно, о правилах торговли. Мы в данном случае видим что витрины везде открытые стоят, по правилам они должны были закрыты. Продажа должна осуществляться вся с прайсов, без всяких картинок. Также, соответственно, проводятся акции, они как непосредственно в торговые точки, также в интернет-сети. В Якутске в дни Сэха Туймады синоптики прогнозируют дождь, порывистый ветер и прохладную погоду. Сообщается, что 28 июня ночь без осадков. Днем будет кратковременный умеренный дождь, ночью температура воздуха составит плюс 13-15 градусов. Днем максимально поднимется до плюс 22 градусов. В воскресенье намного прохладнее. Днем будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. Подготовка к проведению Сэха подходит к финишной прямой. Состоялась генеральная репетиция церемонии открытия. Около 1000 участников отработали все основные элементы праздника, включая ритуальные танцы, конные скачки и другие обряды. Среди них танцующих 250 детей. Также участвуют студенты, творческие коллективы, в том числе из улусов республики. В этом году национальный праздник посвящен юбилейным датам Гавриила Чиряева, Сергея Зверева и к 80-летию Великой Победы. В целом у нас подготовка сейчас в завершающем стадии. Сценарий открытия подготовлен, все мы заряжены. Каждый день с утра до вечера репетируем. Дети очень ответственно относятся к этому нашему национальному празднику. Ну и в целом настроение у всех хорошее, погода чудесная. Приглашаем всех на Сэх Туймады. Одним из самых ярких и зрелищных событий Сэха Туймады по традиции станут конные скачки на призы Илдархана. Соревнования станут 21-ми по счету. Борьба пройдет в забегах по 5 дистанциям. На 1600, 2400, 3200 и 4800 метров на линию старта выйдут якутские чистокровные лошади до 3 лет и не старше 5 лет. Болельщики станут свидетелями забегов таких именитых скакунов, как Йортон, Аксель, Делинджер и других. Общий призовой фонд составил 5 миллионов рублей. Скачки начнутся в субботу, 28 июня в 20 часов. Добавим, что все забеги будут транслироваться в прямом эфире на телеканале НВК Саха. Такими были новости этого утра. До новых встреч в эфире. Спасибо нашим коллегам. Ну а о последних и важных свежих событиях не забывают и наши коллеги из печатных СМИ. Не забудьте по дороге на работу забежать в газетный киоск и приобрести свежий номер газеты «Якутия». Здравствуйте, дорогие телезрители! Коротко о самых интересных материалах в свежем номере главной газеты республики. В большую литературу она пришла из детской газеты. Читайте в рубрике «Гость номера» история жизни и творчества журналиста, писательницы Евдокии Иринцеевой «Агдо». В этом лагере отдыха дети кормят телят, доят коров, выращивают овощи и учатся оказывать первую медицинскую помощь. Как устроен быт и досуг ребят в первом и пока единственном полностью благоустроенном детском лагере Илге. Читайте в нашей рубрике «Специальный репортаж». В редакцию газеты «Якутия» обратились несколько горожан с одной жалобой. Они не смогли заехать на Вилюйское кладбище Якутска на машинах, чтобы привести в порядок могилы родных. Чем обусловлен запрет проезда, как обстоят дела с благоустройством на старейшем погосте столицы республики, читайте в нашей рубрике «Ситуация».
В Якутию пришло долгожданное лето, и хотя погода за окном еще не особо радует жаркими деньками, самое время изучить и попробовать приготовить несколько несложных блюд. В нашей подборке проверенные рецепты простых и интересных блюд. А еще в номере, как всегда, занимательный сканворд, гороскоп на неделю и подборка самых свежих анекдотов. Будьте в курсе событий, читайте газету «Якутия». Хорошего вам дня! Международный слет молодежи «Мир, где нет чужих», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел на базе Благовещенского государственного педагогического университета и университета города Хэйхэ в Китае. Его посетили студенты нашего Арктического государственного института культуры и искусств. Ребята приняли в нем участие, окунулись в дружественную атмосферу и привезли, конечно, кучу новых впечатлений из поездки. О них мы сегодня и узнаем из первых уст. Ведь ребята в нашей студии – это студенты кафедры народной художественной культуры Николай Уваров, а также Ольга Коротких. Доброе утро. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вот как это все было, как прошел слет, какие у вас впечатления, что интересного там произошло? Вообще было очень много чего интересного. Мы познакомились с культурой Китая. То есть они проводили мастер-классы по различным своим традиционным, например, делали сами веера, мешки с травами для улучшения сна. Вот такие вот были интересные мастер-классы. И, конечно же, была концертная программа на открытии. Тоже они играли на своих инструментах, очень интересно. И еще, также мы были в Благовещенском государственном педагогическом университете, и нам провели экскурсию. И еще мы были в филармонии, и мы там тоже выступали. И люди были в восторге от нас, а также граждане Китайской Народной Республики были восхищены нами, потому что мы не только представляли Арктический государственный институт культуры, но также и Республику Саха-Якутия. И они удивились. Вот. Каким составом, сколько человек у вас было, да? Я так понимаю, вы и танцевали, и играли на инструментах, да? Нас всего было 3. С нами был Чиликов Гаврил, студент 2-го курса. А получается, Николай сыграл на хамусе, после чего мы с Гаврилом станцевали. Ну как люди приняли ваш номер, наверное, на ура. Да. Только даже посмотреть на костюмы, да, уже такая красота. А какие красивые лица молодые. Вот, мы получали благодарственные письма от проректора Благовещенского государственного педагогического университета. И она мне на ушко шепнула, что какой ты монстр, прям голос такой, что ты делаешь своим голосом? Это лучший комплимент, наверное, на самом деле, вот такое услышать. Да. Николай, ну мы знаем, что вы также, да, в составе фронтовой агитбригады и в прошлом году посетили, да, линию фронта. Да. Ну, это достойно восхищения. Не каждый может, наверное, да, даже молодой человек, выступили для наших солдат. Да, то есть... Как это было, скажите? В команде нас было 5 человек. То есть мы со своим проректором Станиславом Семеновичем, а также одним преподавателем и 3 студентов выехали в Новокузнецк, ДНР и ЛНР. То есть мы выступали нашим военным в полевых условиях. Да, вот. Это было очень сложно. Мы все видели своими глазами, что там происходит, как происходит. Мы видели... После выступления мы увидели, как наши ребята, не только русские, но и наши граждане Республики Саха-Якутия, как они были прям восхищены нами. То есть они уже как-то успокоились и вдохновились. Да, встретив родные лица, да, такой даже своего рода алгыс, наверное, да? Увидев свой... Да, это прекрасная моральная, эмоциональная поддержка для бойцов. Я думаю, это просто было шикарно. Также мы знаем, что университет, ВУЗ в этом году отмечает большой юбилей, 25-летний. Сейчас есть, может быть, возможность как-то обратиться к сопричастным, поздравить тех, кто имеет отношение к этому событию, какие-то планы, может быть, рассказать. Да. В честь нашего юбилея Арктического института культуры и искусств у нас проводится эсэх
То есть в нашем Тюсюльге будет большой цех для студентов, выпускников, а также преподавателей. У нас очень много сейчас идет стройки, то есть новая ураса. Вчера, буквально вчера у нас был обряд ставления серьги. Вот. И мы хотели бы сказать пару слов для наших будущих абитуриентов, а также студентов, преподавателей с праздником национальным, с цехом. Супер, прекрасно. Так, а сейчас мы хотели бы попросить вас что-то исполнить. Мы хотим послушать, что за волшебная музыка будет. Вау! Просто шикарно, мощно, я бы сказала, да? Мне кажется, даже звук вот не передает через экраны, это нужно слушать вживую, знаешь, даже мурашки. Это да, просто нет слов. Супер. Николай и Ольга, вам огромное спасибо. Вам, конечно, желаем дальнейших успехов, успешного окончания вашего вуза, в первую очередь, да, ну и еще много-много поездок, побед. Оставайтесь всегда такими же позитивными. Продолжайте радовать своим творчеством, дальнейших творческих успехов, пусть все будет хорошо. Ну и с наступающим вас праздником, конечно. Спасибо. Ну и эти поздравления отправляются и всем нашим телезрителям, всем нашей любимой республике. Отлично вам провести, отметить этот праздник, набраться сил, встретить солнце, встретить рассвет, проводить закат. В общем, радуйтесь, наслаждайтесь каждой минуте, и пусть и настроение вас хорошее, никогда не покидает. Пусть вас наполняют только позитивные эмоции, бодрость, радость от общения с близкими людьми. Ну а «Утро Якутии» включайте уже в ближайший понедельник в 7 часов утра. Обязательно с вами увидимся. Хороших До новых выходных. встреч. Всего доброго.